Ассаламу алейкум, дорогие единоверцы, братья и сестры в исламе. Очередной инцидент разразился в нашей республике, на сей раз в Нагайском районе между жителями двух сел Батыр-Мурза и Шумлёлик. В результате одни мусульмане побили других, а потом побивших побили третьи. Я сейчас не хочу делать акцент на национальности тех или иных, а называю их всех мусульманами, так как без сомнения все они себя считают таковыми. К сожалению, некоторые участники конфликта попытались придать ему межнациональный характер, объявив по видеокамере, что на наш аул напали представители другой национальности, тем самым побуждая представителей своей национальности прийти на помощь, провоцируя дальнейшую эскалацию и усугубление конфликта. В то время как Священный Коран гласит: «А'узу билляхи минаш шайтанир раджим, иннамаль му'минуна ихватун фааслиху байна ахавайкум, ваттакуллаха ла'аллакум турхамун». Поистине, верующие братья, примиряйте же двух поссорившихся братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы. Сура Аль-Худжурат, 10 аят. Вместо того, чтобы попытаться мирно урегулировать конфликт, один из мусульман снимает на видео эпизод столкновения и призывает своих соплеменников на помощь. Мол, приезжайте, нас тут обижают. Давайте накажем обидчиков. Последних слов он, конечно, не говорил, но они подразумевались. И действительно, на это видео многие откликнулись и приехали в данное село, что могло бы привести, не дай Аллах, к жертвам и кровопролитию. Хвала Всевышнему, благодаря вмешательству старших, зрелых людей, было проявлено благоразумие и конфликт удалось унять. Но ведь могло произойти иначе. Мы сейчас не собираемся выяснять, кто был виноват, кто начал первым и кто спровоцировал данное столкновение, а рассмотрим его с точки зрения религии. На что указывает данный инцидент? И многие подобные ему инциденты, которые часто происходят в Дагестане, когда мусульмане выясняют отношения друг с другом с помощью грубой силы, то есть поднимая руку на своего брата-мусульманина. Это указывает на слабую веру и слабый ислам тех, кто так поступает, несмотря на их намазы и другие религиозные обряды, которые они совершают. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в хадисе, переданном имамом Муслимом, рахимахуллах: «Бихасаби мриин минашшар ан яхкира ахаху муслим, куллю муслими аля муслими харам, дамуху, амалюху, аирдух». Достаточно человеку, как злодеяние, презирать своего брата-мусульманина. Мусульманин полностью запретен другому мусульманину, его кровь, его имущество и его честь. Так что же это делается в республике, претендующей на то, чтобы называться исламским центром чуть ли не всей России? Почему у нас мусульмане то и дело выясняют отношения силой, желая побить, избить, унизить других мусульман? Ведь это не первый такой случай, и не только между представителями села Батыр-Мурза и Шумлёлик. Мы же любим говорить, что в Дагестане сильный ислам, и даже гордимся этим. Но сильный ислам там, дорогие братья, где мусульмане уважают друг друга, любят друг друга и не поднимают руки друг на друга. Мусульманин тот, кто своей рукой и языком не причиняет вреда другим мусульманам. Это достоверный хадис, приведенный имамами Бухари и Муслимом, рахимахум Аллах. Значит, и ислам – это когда мусульмане не причиняют вреда друг другу рукой или языком. Все остальное – это имитация ислама. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Валлязи нафси биядихи, ля тадхулю джанната хатта ту'мину, ва ля ту'мину хатта тахаббу, а ва ля адуллукум аля шайин, иза фаальтумуху тахабабтум, афшу саляма байнакум». Раваху Муслим. «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, вы не войдете в рай, пока не уверуете, и вы не уверуете, пока между вами не будет любовь. Не указать ли вам нечто, сделав которое, вы полюбите друг друга? Распространяйте салям между вами». Хадис привел имам Муслим, рахимахуллах. Сегодня мы, к сожалению, видим большое несоответствие в действиях мусульман выше приведенным наставлением пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И если мы утверждаем, что в Дагестане сильный ислам, что это центр ислама, давайте соответствовать таким высоким заявлениям, дорогие братья и сестры. Давайте сделаем так, чтобы в новостных каналах звучали сообщения о братстве, гостеприимстве, взаимоуважении и добрососедстве мусульман, а не о конфликтах и разбирательствах с применением грубой силы и массовых скоплений своих сторонников. Аллахумма аллиф байна кулюбина, Аллахумма аслих зата байнина,
Аллахумма хдина субуля салям. Аллахумма наджина минат зулюмати илян нур. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.